Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Шара. Президент Абхазии Аслан Джани сделал обращение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства призвал граждан республики соблюдать введенные в стране ограничительные меры. Аслан Джани также выразил благодарность руководству России за помощь в борьбе с коронавирусом. Уважаемые граждане, наша страна, как и весь мир, переживает трудные времена. Тенденция к увеличению числа зараженных COVID-19, охватившая практически все континенты, не обошла стороной и Абхазию. На сегодняшний день в республике число подтвержденных случаев заболевания превысило 3000 человек, и это серьезный повод для беспокойства. При этом следует отметить, что растет и число вылечившихся. В настоящий момент их более 1500. Это стало возможным благодаря действиям медицинских работников, которые проявляют пример преданности своей профессии, а в некоторых случаях мужества. В результате переговоров с руководством Российской Федерации была достигнута договоренность о направлении в Абхазию мобильного многофункционального госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Госпиталь развернут на территории Сухумской гостиницы «Айтар» и уже принимает пациентов. Полевое медицинское подразделение оборудовано всем необходимым для стационарного лечения 150 больных. Работу полевого госпиталя будут обеспечивать более 100 высокопрофессиональных военных медиков. От имени народа Абхазии выражаю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, министру обороны России Сергею Кужугетовичу Шойгу за оказанную помощь в этом важнейшем для нас деле. На основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции я подписал распоряжение о введении в стране ряда ограничительных мер. Несомненно, изменить привычный образ жизни, испытывать ограничения довольно непросто для каждого из вас. Но, к сожалению, в настоящее время это единственный выход, и я прошу отнестись к этому с пониманием. Все предпринимаемые меры нацелены исключительно на сохранение жизни и здоровья граждан как высшей ценности для государства. Согласно распоряжению, некоторые категории граждан освобождены от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. В то же время никакие ограничения, введенные государством, не изменят кардинальным образом ситуацию, если каждый из нас не проявит высокую степень самосознания, ответственность перед собой и обществом. Призываю вас, уважаемые граждане, без особой необходимости не выходить на улицу, носить защитные маски и соблюдать все рекомендации специалистов. Мы, безусловно, пройдем этот сложный этап. Наладится привычная жизнь, возобновятся свадебные торжества. Но сложившаяся сейчас обстановка требует от нас проявления самоограничений, отказа от мероприятий с участием большого количества людей. Защита населения от коронавирусной инфекции является задачей номер один для руководства страны. Абсолютно уверен в том, что святая обязанность по защите жизни и здоровья граждан не может быть предметом пиара и зарабатывания политических дивидендов. Очевидно, что в полной мере и немедленно решить все проблемы отечественной медицины невозможно. Однако руководство страны в приоритетном порядке, постепенно, шаг за шагом решает вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, изыскивая для этого возможности. На борьбу с пандемией с марта по настоящее время общими усилиями властей, бизнес-сообщества, нашей диаспоры в Москве и Турции, друзей Абхазии, международных организаций потрачено более $250 миллиарда рублей. Государством изысканы необходимые средства для расширения штатного расписания вирусологической лаборатории. Уже набраны новые сотрудники, которые прошли обучение и приступили к активной работе. Совершаются работы по обеспечению централизованной подачи кислорода в реанимационные палаты ковид-госпиталя. Будут дополнительно приобретены 3 портативных рентген-аппарата, реанимобили, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для ПЦР-лаборатории. Проводится оснащение палат в районных больницах, в Галской ЦРБ на 10 коек, в Ачимчирской больнице на 20 коек. В Гагарской районной больнице завершается оборудование специальных палат для приема 70 пациентов.
В Сухуме на базе инфекционной больницы созданы условия для стационарного лечения 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Совершается оборудование палат в Сухумской городской клинической больнице. Согласно договоренности между Министерствами здравоохранения Абхазии и России, в нашу республику регулярно направляются бригады медицинских работников. 30 высококвалифицированных врачей из Москвы, Республики Башкортостан, Нижегородской и Калининградской областей, сменяя друг друга, оказывают помощь абхазским коллегам в Гудаутском ковид-госпитале. Выполняется достигнутое соглашение о вывозе при необходимости на лечение в Россию тяжелобольных инфицированных. Уважаемые соотечественники, только общими усилиями мы сможем сохранить здоровье родных и близких. И исключительно соблюдая рекомендации специалистов, мы сможем остановить распространение инфекции. Прошу вас проявить высокую ответственность. От этого во многом зависит будущее нашего народа. Берегите себя и окружающих. Спасибо за ваше понимание. Аамҭала иаанаҳкылап ачарақәа, аизара дуқәа, иҳармаҷып аԥсрақәа рахь аныҟәара. Даара ишәарҭоуп иаҳзааиз ачымазара. Хымԥада уи ҳаиааиуеит, иҳаулоит ачарақәа, имҩаԥаҳгалоит аныҳәақәа, аха иахьа иаанаҳкылароуп зегьы. Ҳазхәыцроуп уаҵәтәи амш, агәыбзиара шәымазааит зегьы, Анцәа ду илаԥш ҳхызааит. За прошедшие сутки тестирования на коронавирусную инфекцию проведено у 445 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 134 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 148 человек, и у 123 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, 62 пациента средней степени тяжести. 21 октября в Гудаутской больнице скончалась пациентка 1959 года рождения, которая была доставлена в госпиталь 18 октября в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью второй степени. В мобильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находится 21 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 20 пациентов средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 1 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3306 человек, выздоровели 1289, 33 летальных случая. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Вот уже второй день военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота продолжают дезинфекцию объектов социальной инфраструктуры Абхазии. Первым объектом стал центральный рынок Сухума. Также были обработаны дороги, объекты Министерств здравоохранения и обороны. 22 октября сводный отряд начал работу с дезинфекцией помещений Генпрокуратуры и прилегающей территории. На очереди химобработка здания Сухумского УВД. В мероприятиях задействовано 11 автомобилей РХБ защиты, мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции, тепловые машины с реактивным двигателем, генератор горячего тумана и комплектов специальной обработки. Также российские военные обработают дороги общего назначения. До недавнего времени ПЦР-диагностику на COVID-19 делали только в государственной бактериологической лаборатории. Теперь же сдать анализы на коронавирус можно и в некоторых коммерческих медицинских клиниках Абхазии. И хотя в частной лаборатории обследование платное, на фоне роста числа заболеваемости коронавирусной инфекции, это поможет разгрузить единственную в стране государственную лабораторию и ускорить процесс обработки биоматериалов. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Раньше ПЦР-диагностика проводилась только в республиканской лаборатории санитарно-эпидемиологической службы. Но с 14 октября тест на COVID-19 можно сделать и в одной из сухумских частных медицинских лабораторий. За моей спиной лаборатория LabQuest, которая расположена на новом районе. Совсем недавно здесь стали принимать анализы на ПЦР-исследования. Врачи медицинского учреждения работают каждый день без выходных с 8 до 4 дня. По словам медиков, число обращающихся в медицинское учреждение возрастает с каждым днем.
Сюда приходят люди с самого утра, чтобы записаться на ПЦР-исследование. При себе необходимо иметь паспорт, так как оформление без него невозможно. Для статистики все данные сдаются в республиканскую СС. Пациент получает свои результаты через 2 дня. Бывает, что поздно ночью. Еще есть такой нюанс, когда пациенту говорим в течение дня, день забора не считаем. Почему-то они думают, что это будет в 8 утра, в 11 утра. Нет, анализы могут прийти в 12 ночи. Но для удобства пациентов у нас есть электронная такая служба, приходит СМС-уведомление на телефон о готовности результата, а также если пациент указывает электронную почту, ему все приходит в электронном варианте. На самый часто задаваемый вопрос, почему лаборатория не делала ПЦР-диагностику раньше, директор частного медицинского учреждения отвечает, что работать с людьми с подозрением на ковид – большая ответственность, и поэтому важно было тщательно подготовиться. Вот все эти 2 месяца мы готовились. Изначально с июня месяца мы ввели тесты на антитела, что тоже является достаточно значимым таким фактором в диагностике и постановке COVID-19. Для того, чтобы исключить заражение небольных людей, мы просто дали и открыли офис на новом районе, который у нас функционирует уже год. Центр города мы открыли как чистое отделение, чтобы приходили дети, беременные, чтобы люди могли пройти диагностику не обязательно ковидную. Да? Новый район, он принимает исключительно ковидных пациентов, подозреваемых пациентов, которые уже вылечились и проходят какое-то амбулаторное такое обследование. С момента открытия лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования на COVID-19 здесь прошли более 300 человек. Стоимость анализа – 2500 рублей. В лаборатории также делают анализы и на антитела. Что касается цен, то, по словам сотрудников коммерческой организации, они стараются сделать их максимально доступными. Конечно, я понимаю, 2500 – это очень дорого, но у нас логистика очень дорогая. Мы это не делаем на месте, мы все это отправляем. Мы сами закупаем по определенной сумме, поэтому максимально снизить цену нам все-таки удалось. Ранее это стоило 4000 на территории России. Сейчас нам и дали возможность за 2500 выполнять этот анализ. На антитела, если брать комплекс иммуноглобулин А и G, то стоит 2800. А если сдавать комплекс вместе, то есть и ПЦР, и антитела, это будет стоить 5000. Но, конечно, это самое правильное, потому что есть такие небольшие нюансы, которые, в принципе, должен объяснить доктор. У нас вообще априори цены не возрастают, они уменьшаются. И у нас зачастую проходит очень много акций. В работе лаборатории задействованы 3 администратора и 3 медсестры. Все анализы медики отправляют в Москву. Мы берем, специально у нас есть эпендорфик со стерильной средой. Мы его берем зондом, а также шпателем у больного. Это все индивидуально для одного пациента. Взяв мазочек, мы хорошенько обмакиваем зонд здесь в эпендорфике. Потом клеим штрих-код. Это индивидуально каждому пациенту, спутать никак невозможно. В лаборатории LabQuest также есть дневной стационар, где можно поставить капельницу. В кабинете 3 койко-места. Принимает пациентов врач-терапевт. Если ПЦР-тесты сдаются в порядке живой очереди, то на прием в стационар нужно записаться. Исследование на COVID-19 можно пройти в частной лаборатории «Гемотест», которая расположена во дворе 2-й городской больницы. Но здесь медики принимают анализы только на антитела. Исследования на ПЦР пока не проводятся. В лаборатории «Гемотест» в настоящее время осуществляется только ИФА-диагностика на определение иммуноглобулинов класса G и M. ПЦР-диагностика в настоящее время временно не проводится, но ведутся работы. Мы осуществили запрос в Росздравнадзор, и мы ждем разрешения. Чтобы сдать анализы на антитела в лаборатории «Гемотест», при себе необходимо иметь паспорт. В день исследования на коронавирус здесь проходит около 20 человек. Ответы можно получить в течение 2 дней. Суббота и воскресенье – выходные. Забор анализов происходит вот в этом процедурном кабинете. Ежедневно сотрудники лаборатории «Гемотест» с 8 до половины 12 дня осуществляют прием анализов на антитела и отправляют их в Москву. Прием анализов в порядке живой очереди. Их отправка в Москву осуществляется каждый день. Все биоматериалы хранятся в сумках холодильников. Что касается цен, то, по словам специалистов, они остались прежними. Существует 2 иммуноглобулина G и M. Каждый иммуноглобулин стоит 900 рублей плюс
140 взятий крови. Анализы на антитела принимают и в лаборатории «Акваплюс». Ответы приходят в течение 3-5 дней. Анализы также отправляют в Москву 2 раза в неделю. Лаборатория работает ежедневно, кроме воскресенья. Прием в порядке живой очереди. Однако паспорт с собой иметь не обязательно. Что касается цен, то и здесь они не изменились. На антитела ковид 1000 рублей на один вид. Если несколько видов, то каждый по 1000. Как произошло открытие границы, мы начали брать анализы на антитела. Антитела мы делаем 3 видов М, G и А, то есть как хронические, так и острые. В день мы принимаем в среднем от 5 до 10 человек на антитела сдающих. Мы сотрудничаем с Московской лабораторией КДЛ и отправляем анализы туда, то есть в Москву. В лаборатории «Акваплюс» работают 2 медсестры, администратор и санитарка. Прием анализов осуществляется с 9 до 11 часов утра. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Во время пандемии на фоне ежедневного прироста инфицированных COVID-19 у многих появляются панические настроения. Люди ежедневно испытывают тревогу за себя и родных. Постоянный стресс может привести к серьезным последствиям с точки зрения психического здоровья. Как справиться с чувством страха и не впасть в депрессию? Советы психолога Анжелы Ладария в репортаже Сари Кварцхелия. COVID-19 – вирус, о существовании которого знают практически все жители планеты. Пандемия, охватившая мир, внесла коррективы не только в нашу привычную жизнь, но вселила многим страх и панику. Началось информационное заражение. Из-за того, что коронавирус мало изучен, распространение слухов и домыслов отрывает людей от реальности и погружает их в беспокойное состояние. Те люди, у кого более устойчивая психика, они как бы справляются с ситуацией, с тем, что происходит, тем, что, к сожалению, бывает, заражаются дальний и ближний круг людей, знакомых. Но люди, у которых все-таки есть неустойчивый процесс психики, так скажем, они попадают в панические состояния. Что делать? Естественно, паника – это потеря половины иммунитета, помните об этом. То есть паника, она ни к чему не приведет, только обострит ситуацию и психическое состояние человека. Надо понимать, что тот, кто болеет, он нуждается в большей поддержке. И паникой ближний круг его людей окружающих не поможет, а усугубит состояние больного. Поэтому надо наоборот контролировать свое эмоциональное состояние. Легко говорить контролировать, но как это делать? Ну просто реально оценивать ситуацию, оценивать шансы. Казалось бы, с вирусами человечество знакомо давно, но новый коронавирус воздвигли на информационный пьедестал. И хотя было много сказано о том, что вирус не самый смертоносный на Земле, паническим атакам и страху люди все же поддаются. Как говорил Франклин Рузвельт, единственное, чего мы должны бояться, это самого страха. Актуальная фраза сегодняшнего дня. Взять себя в руки, если настигла такая паника. Чего я боюсь? От панических атак человек точно не умрет. То есть от вот этой паники, которая настигает, человек не умирает. Но взять себя в руки в этот момент и понять, чего я боюсь, что мне с этим делать, что меня так беспокоит. Я переживаю за себя или за своих родных и близких. Если я переживаю за себя, что мне нужно сделать, чтобы защитить себя? То есть такую логическую цепочку раскручивать в обратном порядке, так скажем. Сегодня мы как никогда используем медиаресурс. Непрерывный поиск и чтение одной плохой новости за другой, и чаще всего про коронавирус серьезно действует на нервы и вполне может испортить настроение. Феномен стал настолько распространенным, что для его обозначения появился специальный термин – думскроллинг. Я не слышала от своих знакомых про приступы панических атак, но в моем окружении есть люди, которые заражены коронавирусом, и, безусловно, это нагнетает. В целом могу сказать то, что обстановка в стране нестабильная, эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым днем. Я бы хотела призвать каждого гражданина не игнорировать элементарные меры предосторожности. Я считаю, что больше всего страха у населения вызывают новости, которые они читают в интернете и слышат по новостям, потому что ситуация во всем мире ухудшается, и я думаю, что это главная причина страхов и панических атак у людей. Милана Хашба – одна из тех, кто всю неделю сидел дома и ждал результат теста на коронавирус. Как признается Милана, паники не было. Лишь неопределенность и непонимание того, что же с тобой происходит. Буквально недели 2 назад у меня был период, когда у меня появились симптомы, похожие на симптомы коронавирусной инфекции. Но я сдала тест, сидела дома в ожидании ответа, соблюдала режим самоизоляции, даже старалась не выходить из комнаты, так как живу с бабушкой и с дедушкой. Паники
паники, конечно, никакой не было. Вот просто вот эта неопределенность, непонятие, что со мной происходит. Конечно, да, это как-то на меня влияло, потому что симптомы у меня были все, за исключением повышенной температуры, да, отсутствие запаха, вкуса, повышенная слабость. Но я держалась, и не нужно впадать в панику, даже если у тебя будет положительный ответ. Просто соблюдать все, что прописывают врачи. Опросив несколько горожан, мы не встретили людей, испытывающих паническую атаку, либо страх перед коронавирусом. Среди близких и друзей, знакомых у нас таких не было, чтобы вот жаловались на такое паническое состояние или ужас перед этим заболеванием. Да, конечно, очень опасно. Да, конечно, могут быть серьезные последствия. Но все это в руках наших. Мы сами должны себя как-то защищать. Маски, ну, не знаю, насколько перчатки, но маски обязательно. Не посещать особо массовых каких-то мероприятий. Многие психологические проблемы и важные последствия с точки зрения психического здоровья во время вспышки COVID-19 возникают постепенно и включают стресс, тревогу, депрессию. Психологи советуют не забывать, что стресс и паника снижают способность организма противостоять болезни, а позитивные мысли и вера в лучшее не только поднимают настроение, но и повышают иммунитет. С этим вирусом я столкнулась сама. 31 августа у меня подтвердился COVID-19. Знаете, вначале было страшновато, была небольшая паника, но взяв себя в руки, я победила COVID-19. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. За большой вклад в укрепление братских отношений между народами Абхазии и Карачаево-Черкесии, в развитие и популяризацию национальной литературы известный в КЧР писатель, ученый, общественный деятель Олег Этлухов награжден орденом Ахтзапша второй степени. Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Джаня. В Министерстве экономики Абхазии под председательством вице-премьера, министра экономики Кристины Озган состоялось рабочее совещание по вопросам цифровизации государственных услуг. Участники встречи обсудили предстоящую реформу в сфере предоставления госуслуг населению, ключевым фактором которой являются услуги в электронном виде. Правительство делает ставку на развитие электронных госуслуг и сервисов. Цифровизация призвана повысить эффективность госуправления и помочь гражданам. Благодаря новым технологиям коммуникация с органами власти должна стать проще и лучше. Кроме того, цифровизация способна снизить коррупционную составляющую. Ключевыми ведомствами в реализации реформы будут выступать Минэкономики и Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Республики Абхазия. В рамках обсуждения данного вопроса мы пришли к выводу, что необходимо сформировать определенные подходы к решению данной задачи, определить методику, форму и, соответственно, этапы реализации данной программы. Ключевыми ведомствами, которые должны заниматься данным вопросом, безусловно, являются Государственный комитет по связи и Министерство экономики, учитывая, что мы в определенной степени включаем в себя большой комплекс направлений, который может быть использован в реализации данной программы. Вопрос цифровизации страны, он необходим, он понимается руководством страны, и курировать этот вопрос будет, значит, вице-премьер. Я очень сильно надеюсь на то, что из тех планов, что у нас, что мы наметили себе, мы большинство из этих планов осуществим. Мы параллельно готовим проект «Безопасная страна», помимо документооборота. Мы подготовили проект закона о персональных данных, потому что при цифровизации, значит, будет работа вестись с персональными данными. Нам нужны системы, которые обеспечивают защиту информации, криптографии. Мы должны защитить и обеспечить информационную безопасность и коммуникационную безопасность нашей страны. На календаре середина октября, а значит, в Абхазии скоро начнется цитрусовый сезон. Каким он будет и какие нововведения, связанные с экспортом сельхозпродукции, планируются в республике, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Гуланзе. Абхазская осень радует жителей изобилием фруктов. В этом году на высокую урожайность в основном повлияло то, что насекомых-вредителей стало заметно меньше. На прилавках Сухумского рынка можно купить местные фрукты на любой вкус. Хурму, фейхоа, гранат, яблоки, груши, ранние сорта мандарин. Однако, по словам продавцов, покупательский спрос в этом году снизился. Мало идут фрукты в этом году, вот с карантином связано. Очень мало людей ходят или боятся, или что, я не знаю, но мы неделями продаем. А цены какие по сравнению с прошлым годом? Дешевле или дороже? Дешевле намного.
но не идет кому продавать. Все приносят. Это мандарины наши, например. Яблочки наши бывают. Хурму тоже нашу привозят. Очень много. Скажите, например, почем приносят мандарины, Королев? Ну, если они 20 даже скажут, я рублей 5 добавляю, потому что жалко мне их, ничего не оставляю. Вот пакетик принесла, на что она возьмет с этого? Я все беру у них, жалею. Королек вот наш местный, посмотрите, какой красивый, не хуже, вот, чем с России привозят. Вот я у них беру по 30, по 40, рублей 10 добавлю, и я тоже копейку делаю. Так. А разбирают хорошо? Чуть слабовато, но что делать? Нам никогда ничего не хватает. По мнению первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопо, снижение покупательского спроса связано с уменьшением платежеспособности населения на фоне пандемии коронавируса. Покупательский спрос снизился из-за пандемии, из-за той ситуации, которая сегодня, так же как во всем мире и в Абхазии, мы не смогли это обойти. Это те ограничения, которые есть, те ограничения по линии торговли, производства, образования, всего то, что есть. То есть это не могло не сказаться на том, что люди больше стараются тратить на лекарственные препараты или, может, поберечь какие-то средства, не тратить на какие-то роскоши, кроме первой необходимости. Мандариновый сезон в Абхазии пока не начался, однако уже вывезено 20 с лишним тонн ранних сортов цитрусовых. По прогнозам, сезон ожидается урожайным. Планируется экспортировать до 20 тысяч тонн цитрусовых. И самое главное, для предпринимателей снизятся затраты, связанные с перевозкой сельхозпродукции через государственную абхазо-российскую границу. Было совещание у премьер-министра с привлечением специалистов, с привлечением тех служб, которые находятся на границе, от кого зависит. Вот это и таможня, карантинная служба, госстандарт, и другие службы, пограничная служба. И вот достигнуто соглашение и с теми компаниями, юридическими лицами, которые занимаются перевозкой этой организации, брокерские конторы, которые оформляют документы, чтобы облегчить перевозку, а вместе с ними соглашение довести до минимума стоимость за килограмм перевозки цитрусовых и всех других сельхозпродукций. Из-за тех пока непонятий с российской стороны до 8 рублей пока доходит, но с 1 ноября нам обещают это до 6, может быть до 7 рублей, но 6 рублей килограмм мандарин будет обходиться предпринимателю, который будет перевозить через брокерские конторы или другие организации. Закупочная цена на цитрусовые плоды в этом году пока не установлена, поэтому прием и продажа продукции осуществляются по договорной цене. При министерстве РУП Абхазплодекспорт он заключил несколько договоров с крестьянскими хозяйствами, и, возможно, он уже скоро начнет заготовку, и им будут сдавать. Но это время покажет, если они заинтересуют ценой, то есть крестьян. А так, конечно, крестьянин продает туда, где ему больше платят. И поэтому, если люди, покупатели приедут, и граница будет не особенно обременять, то цена будет хорошая здесь. Принятые руководством страны меры направлены на снижение затрат, связанных с вывозом цитрусовых и другой сельхозпродукции за пределы республики. Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 9-14, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.